господину Багдасарову. Вот вы, я вас вижу по многим каналам, вы постоянно в своих выступлениях, вот у вас такая тенденция антиисламская. Ну, я сколько понимаю... Подождите, ну дайте вопрос задать. Не, подождите. Вы умеете кричать, дайте досказать. Дайте задать вопрос, потом ответить. Да вы умеете кричать, ну дайте я скажу. Подождите, дайте я скажу, да. Да, вот мы все знаем, доктора Гейбельса, у него есть коллективная ответственность. Вот господин Багдасаров, вы говорите, вот там несколько человек совершили преступление. Можно короче, мы не забудем. Не является ли ваше это высказывание теория вот, доктора Гейбельса фашистской и разжигание межнациональной розни и ваша тенденция, это ваша политика. Вопрос понятен. Отвечайте, вопрос понятен. Вопрос понятен. Дайте мы кричать, здесь не будем. Слушайте. Не пора ли вам в тюрьму? Дайте микрофон, возьмите, пожалуйста. Не пора ли вам в тюрьму? Все, значит, это вам пора в тюрьму. Когда этот товарищ, я не знаю, чем занимался, мне по ряду причин, я работал активно с муфтием Маверанахром, Мухаммад Садыком, Мухаммад Юсуфом. Этого товарища близко не подпускали. Я, это тот депутат Государственной Думы, который умудрился сделать, по моему обращению, значит, президента Всемирного совета мусульманских богословов 2 фетвы. Он даже не знает, что это такое. Поэтому я всегда... Да, ничего ты не знаешь. Значит, мало того, я работал как и с суннитским руководством, так и, значит, главой исмаилитов Агаханом IV, чей пастор работает в городе Бадахшане. И вот он вообще не понимает, что он говорит. Но я не могу не критиковать нереальные вещи. Да, сейчас я говорил о тех террористах, которые там оказались. От того, что они там оказались, я говорю, это что? Это плохо? Это национальная безопасность страны, гражданин которого я являюсь. Я не знаю, чем вы гражданин. Это вы такие специально разжигаете межнациональную рознь. Все-таки мне не нравится ваша позиция. Не нравится, да. Она капитулянская. Она боязливая. Я только что сказал, что почему не нанести превентивный удар? Чтобы всем заткнуть глотку раз и навсегда. Если они Турции боятся, Турцию испугались, которую мы долбали всегда в пух и прах, то нам ничего, мы элементарно... Превентивные удары — это тот, которого приглашали в свое время американских партнеров, так любили вместе, как бы перевести на приличный русский язык, долбануть под Тбилиси. Вы это имеете в виду? Нет. Нет, это знаменитое видео вашего двойника. В Северном море есть остров, маленькая страна, 200 тысяч населения. В Брюсселе сказать, посмотрите, вот остров, видите? Отвернитесь. Посмотрите, как нет острова. Ужас какой. Все, страны нету. Вот после этого чего мы удивляемся, что же хотите? Иностранцы боятся. Чтобы нас били по морде, да? Вот. Чтобы Донбасс обстреливали. Сергей, так... Базы, вы понимаете, что вы говорите? Я хорошо понимаю. Базы все ближе к нам, и наступит 22 июня, и вы не будете, как пограничники, истекать кровью. Я не об этом. Вы будете сообщать, погибло 1 миллион русских солдат. Так логика какая? Из-за того, что к нам приближается база, долбануть маленький островок? Да, показать, на что способны наши ядерные силы, подводный флот. Ну не надо вот этого. Ну, что не надо? А что надо? Что надо? Сейчас узнаем, что надо. Ударить по правой руке, подставить левую. По правой щеке, по правой руке это бокс. Нет, но это безответственно. Это более чем. Разговор абсолютно. Это на связи, все. Ну, самое главное, подожди, не перебивай. Значит, твоя позиция маленького голубя известна. Про Америка пойдем на Стамбул. Стамбула нет, есть Константинополь. Никакого Стамбула нет. Сейчас 100 лет было договора Сазонова с Айс-Пико. Это исконно русские территории. Устроить мне Константинович. Это можно Польшу отдать кому-нибудь, а это наша территория. Сейчас, значит, нам снова будут угрожать, как угрожала Саманта Павлова. Константинополь, территория наша, это мы, это кто? Сейчас я поясню. Российское государство, как бы назвал, Российская империя, Советский Союз. 100 лет назад Константинополь, Стамбул. Англичане, французы признали, что это наш город. Нет, это большевики совершили предательскую революцию. Я помню, как и мы раз потеряли эту территорию. сейчас как раз у Дмитрия Константиновича озвучена переписка, и действительно планировалось, но просто к тому, что нашему по факту не было.
Революция помешала. Наш был. Революция. Да, но Наш был, подожди, вы а вот имеете в тут виду... не прав, Владимир, наш был. Договоренность была. Значит, Вы имеете в последний виду... император Византийской империи. Я понял, да. Прадедушка Ивана Грозного пал смертью храбрых на стенах Константинополя, защищая диких османов. Я не хочу- Это наш город, проливы наши, и Черное море тоже Семен наше. Аркадьевич, не скажете по секрету, а где кончается наше? Там, где то, что нам передали и французы, и англичане. То есть наше это уже по 1916 году. Вы знаете, вообще-то, это наша территория, потому что... Я ее правильно никто не понимаю, что отменял. Финляндии содрогнутся от ужаса, услышав Ну, вас? я вам скажу, что вообще ничего... Я договорю. Ужас! Маленькую минутную реплику. И вот сейчас американцы и будут... Я понял. Я предлагаю одного назначить министром иностранных дел, другого министром обороны. Между собой Тишина. разберетесь, кто Подождите. кого, да. Еще одну фразу, Сергей Борисович. Будем сидеть... Мы умрем от страха. На уровне эксперта. Вот смотрите, перед войной, если бы Сталин сказал из Кремля: Гитлер, я тебя уничтожу всю твою Германию фашистскую, если хотя бы 1 метр советской территории перейдут немецкие солдаты, всю Германию уничтожу. Никогда бы Гитлер не пошел. А если Он он бы не сидят, поверил, да. войны не будет, войны не будет, немцы нападут, у нас договор соглашения, пакт, все. Когда трусливая страна стоит с трусливым руководителем, раздолбают пух и прах. А если одно жесткое заявление, как Александр III сказал, что готовите войну, всю казну на войну. Ладно, все, мы не готовим войну, все, мы ничего не делаем. Одну фразу сказал царь, одну. Мы можем всю отправить- казну на войну. Один раз Мы сказал в можем Петербурге. отправить всю казну на войну. Молотов сидели и Будет молчали. бюджет Нью-Йорка, да. Молчали, с немецким послом там в шахматы играли. Понятно. Немножко, Всех трусливых немножко и другая испуганных бил. экономическая... Спотворенный предвыборный лозунг. Да при чем Всю казну предвыборный на войну. Да, Мы это Жуль, говорим кстати. уже 100 лет. Так, Семен Аркадьевич, выборы. Владимир Вольфович, Да. успокойтесь. Можно мне еще хоть А что-то что ты сказать? успокаивать тогда? А мне важно, чтобы кто-то еще успел сказать. А Мы может же быть не надо? демократия. Остроумно. Отправить в военкомат. Остроумно, Военкомат Игорь отправь. Да, пожалуйста. Вы на вес 7 экономического тысяч пространства и Казахстана одного посмотрите, и будет это... Мы делаем реально. Вот говорите, парламент. В парламенте я выступаю. Реально? Никакой И говорю, не будет. Не будем ратифицировать НАТО вероломно соглашение с напало. Турцией. Не Несколько надо раз. так. Сейчас надо список Мы тех, кто пытались. голосовал за Александра Они Александровича. голосовали. Вот Вы надо партия список власти. опубликовать, чтобы За. Ясно. Потом сколько наших Спели. солдат погибли? Давайте Сколько? кто-то еще За скажет. это кто-то ответит? Уже задавили. Большого ума начать войну не требуется. Понимаете? Достаточно. А вот вы потом... Подождите, я говорю о реальной Разные- войне, а не войне разные политической. Не надо войны. фантазировать. Это вы не Война фантазируете. идет. Успокойтесь. Там наши военнослужащие. Семен Аркадьевич, Войны между Россией и НАТО нет. И большого ума вот Так это пойти и за говорит вами господин и начать Пушков. военные действия, это не... Семен Аркадьевич, Рисковали и рисковали. Можете успокойтесь. об этом говорить? Нападет. Слушайте, хватит заниматься демагогией. Украинские войска. Это вы. Семен Аркадьевич, И вас давно пора выгнать отсюда уже. Вы провокатор. Семен Аркадьевич. Вы провокатор. И вас даже надо выгнать отсюда. Семен Аркадьевич, успокойтесь. Давно пора. Да, вот вы... Но вы, говорит господин Пушков, вы его прерываете и требуете, чтобы он успокоился. Ай, молодец. Говорит. Правду говорит, а вам не Я нравится говорю то, что правда. есть. Нет. Я говорю, что Вы разговоры... говорили, что у нас Владимир нет Вольфович. планов нападения на Россию. Кто вам сказал? Вы что, Штирлиц? Да, Откуда вы знаете? мы все немножко Штирлиц. Я говорю о том. И вы Штирлиц, но немножко. Я говорю о том, что призывать к превентивным ударам, которые чреваты ядерной войной, это безответственно и провокационно. Вот что я говорю. Американцы. Американцы Американцы делают... Нет, им Нет. нельзя тоже. Так они это Тоже сделали. нельзя. Пока еще Но вы не нет. должны им помогать в этом. Что Вы не сказал должны им в министр этом обороны помогать. США? Слушайте, на днях вам- он сказал, Ну и что что? в России опустилась темная ночь, Да, и да, будет да, да, обязательно хороший свет появится. Если Свет бы мы войны. шли за вами, Американцы мы бы уже воевали во всем обещают мире. Это ядерную правда. войну против России. Дай, Семен Не Аркадьевич. обещают они Десятки этого. раз У меня не хватит Самолет времени, в Афганистан. что сказали другие. Подождите, сколько мы людей... Подожди, я закончу. Афганистане положили Сколько мы море. людей потеряли в Афганистане, потому что было принято неоправданное решение о войне в Афганистане. Абсолютно неоправданное. Абсолютно Но это тема другой передачи. Это тема другой передачи. Я не спекулирую. Хватит призывать к войне. Хватит призывать к войне. Это безответственно. К войне не надо призывать. Нет, это Так, вы прекратите. провокатор. Вы как... Всем все ясно. Специалист, вы журналист, и свое место. Владимир Вольфович, Скажешь, а вы
А вы юрист. А журналисты это не оскорбление. Нет. А вы сидите оппозиционер. 20 лет оппозиционер, который никак не может прийти к власти. И никогда к ней не придет. Конкретно угрожает. План Б, да? Что такое план Б, я не буду говорить. Это поставки ПЗРК. Наверное, господин Пушков не знает, что это такое. Все знают, что это такое. Гораздо больше, чем Это правда. Хватит всех оскорблять. Это вы оскорбляете. Нет, этому надо заниматься провокацией. Алексей Константинович сейчас прав. Оскорбляйте, пока людей все время будет. Да, на каждом Вы даже этого не замечаете. Слова не сказал плохого. Ветеран самый старший по Потому что Жириновский еще не знает, что вы идете не по его партии.